прочим, в древности считалось, что шум изгоняет злые духи и хвори. Так вот, еще раз активненько поаплодируем, дабы спугнуть дух короны. Кстати, о короне. Что ж ты, вещаща, жреца не пригласил? Надо, чтобы он умаслил наших предков, чужого смес, а Ильмар даровал удмуртам тазалык, байлык, ванилык, шутбор. Где же тебе вещаща найду? Может, вещаща среди нас и нет, но есть веселая завятская плясовая. И лимфу разгонит по всему телу, и настроение поднимет, и шум создаст. Опять же злые духи испугаются. Завятская плясовая? Это танец завятских удмуртов? Да, плясовая завятских удмуртов. Все мы знаем, что есть северные и южные удмурты. Но есть еще удмурты, которые живут в других регионах с нашей страны, в Татарстане, Башкортостане, Кировской области и в других местах. И удмурты из неудмуртии отличаются от нас не только говором, но и традициями и костюмами. Как же здорово, что сегодня на нашем концерте присутствуют завятские удмурты. Они будут в своих костюмах? Да, они будут в своих завятских костюмах. И более того, они расскажут нам о них. Тогда приглашаем на сцену Светлану Марданову и Надежду Садакову. Нашим костюмам более 100 лет. Мы являемся закамскими удмуртами. Наши костюмы состоят из рубахи, шорт-дерем. Рубаха самотканная, из льняных ниток. Ткали строго по размеру, чтобы лишние сантиметры не отрезались. Фартук, айшет, тоже самотканный, из льняных ниток. А ленты на подоле платья являются еще одним украшением всего наряда. Маниста говорила о статусе женщин и о богатстве рода. И уже много лет эти наряды передаются из поколения в поколение.